Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Интинцы принимают активное участие в реализации программы «Народный бюджет». Горожане проводят собрания по обсуждению проектов. Медицинские учреждения вернулись к обычному режиму работы. Врачи приглашают интинцев на диспансеризацию. Коми-песни, пословицы и театральные постановки. В Инте прошел фестиваль самодеятельного народного творчества «Сельские самоцветы». Общественная палата Коми обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы для проверки цен в магазинах. С 24 февраля проводится мониторинг цен на продукты питания. Несмотря на наличие необходимых товаров, на полках магазинов цены стремительно растут. Поддерживается ажиотаж. Цена на гречку, рис, сахар, молоко и ряд важных продовольственных товаров выросла более чем на 30%. Это заслуживает особого внимания со стороны контрольно-надзорных органов. Глава Республики Коми Владимир Уйба призвал органы власти, а также надзорные органы применять жесточайшие меры и наказывать спекулянтов, повысивших цены на продукты при отсутствии роста отпускных цен. Такого же подхода необходимо придерживаться и в сфере лекарственного обеспечения населения. В рамках реализации региональной программы «Народный бюджет» интинцы продолжают разрабатывать проекты и выносить на обсуждение различные предложения. Педагогические коллективы вместе с родительской общественностью – одни из самых активных участников. В сфере образования уже сформировано несколько заявок. Какие из них будут реализованы в следующем году, станет известно только после прохождения республиканского отбора. 22 марта в Центральной библиотеке состоялось первое в этом году обсуждение инициатив в рамках проекта «Народный бюджет». Во время встречи были рассмотрены проекты в отрасли образования. Участниками собрания стали представители детских садов Инты, школ, гимназий и лицея города, центров внешкольной работы, родительской общественности, депутаты городского совета и специалисты ГУНО и отдела образования администрации округа. Прежде чем мы начнем, я бы хотела немножко напомнить, какие же наши итоги работы народного бюджета в территории нашего города в отрасли образования за все эти годы. Итак, сам проект «Народный бюджет» он был инициирован в 2016 году. В 2017 Инта впервые приняла участие, это была гимназия номер 2, приобретение верстаков и многофункционального конструктора модульных станков в кабинет технологии. Сумма была 210 тысяч рублей. Возможно, это мероприятие, может быть, еще не все были в курсе, как оно проходило, но это было первые наши шаги. В 2018 году на базе станции юных натуралистов реализован проект приобретения цифровой лаборатории по экологии, цифрового микроскопа и телескопа. В 2019 году наши проекты прошли успешный отбор и уже 2 победителя по отрасли. Это 5-я школа, меняли деревянные оконные рамы на стеклопакеты в первом этаже здания, стоимость 427 рублей. И 8-я школа обновила арсенал школьного оркестра, поступили музыкальные инструменты для оркестра народных инструментов. В 2020 году пищеблок гимназия номер 3 установлена вентиляционная система. В прошлом, в 2021 году, мы успешно реализовали 2 огромных проекта. Это были проекты по замене деревянных оконных блоков на стеклопакеты гимназия номер 2. И на станции юных натуралистов реализован проект «Юный фермер», в рамках которого приобретен мотоблок с насадками, конная амуниция, конный пол для конного плаца и теплица из поликарбоната. В этом году в сфере образования в Инте будут реализованы 2 народных проекта. Благоустройство тротуара от центральной калитки к центральному входу французской гимназии и замена системы фильтрации воды в плавательном бассейне и ремонт чаши бассейна в детском саду «Рябинушка». Сейчас пришло время, когда необходимо определиться с народными инициативами на будущий год. 10-я школа выдвинула проект замены системы освещения и модернизации светильного оборудования актового зала учебного учреждения. Наша школа – самая большая школа по численности учащихся. Средневзвешенная посещаемость образовательной организации составляет больше 600 человек в день. И к тому же наша школа – это центр 4-го микрорайона.
Это социокультурный, в принципе, центр, где проходит большое количество городских мероприятий. И поэтому помимо участников образовательных отношений, сотрудников школы, частными гостями являются жители города, гости и представители различных структур нашего города, ну и республики. Актовый зал является центром общественной и творческой жизни не только МБУ СОЖ номер 10, но и лицея номер 1, так как мы располагаемся в одном здании. Охват в учебное время больше 500 человек. Это 1-11 классы, а в каникулярное время больше 300 детей к нам приходят. Люминесцентные светильники старого образца установлены в актовом зале еще со дня образования школы, то есть с 1998 года. Срок службы люминесцентных светильников мы неоднократно продлевали частичными ремонтами, то есть замена стартеров, плафонов, крепежей, что требует постоянных финансовых затрат и приводит к нарушению требований в принципе охраны труда в части освещенности. Выступающие активно аргументировали необходимость одобрения того или иного проекта, указывая на актуальность укрепления материально-технической базы, создания безопасных условий образовательного процесса. Центр внешкольной работы хочет оборудовать детскую развивающую игровую комнату. У нас детки занимаются в основном младшего среднего звена. К сожалению, для детей от 3 лет и УВЗ и детей-инвалидов услуг значительно меньше. И поэтому данный проект позволит нам расширить спектр образовательных услуг для детей вышеуказанных категорий. В городе существует ряд игровых комнат, которые предлагают досуговые услуги, но наши родители хотели бы, чтобы дети не только развлекались, но и всесторонне развивались. Центр внешкольной работы готов предоставить данный спектр услуг. У нас имеется помещение, квалифицированные педагоги, дополнительная программа образовательная, но, к сожалению, отсутствует игровое, дидактически развивающее оборудование. Пятая школа представила 2 проекта народного бюджета. Ремонт крыльца запасного выхода и установка навеса. Инициатива родительской общественности. Второй проект – замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты и установка дверей. Предложен депутатом Госсовета Республики Коми. Этот проект инициирован депутатом Государственного совета Александром Николаевичем Поповым, про которого я уже сказал. В школе номер 5 существует галерея, которая соединяет основное здание с пристройкой, где находятся спортзал и мастерские. В этой галерее отсутствуют пожарные двери, и окна стоят деревянные, они там стоят с момента постройки этой галереи. Поэтому сейчас деревянные рамы потрескались, закрываются негерметично, из-за этого при низких температурах воздуха и ветре при стройке температура резко падает ниже уровня, допустимого по Санпин. Цель проекта – это создание комфортных температурных условий, соблюдение требований пожарной безопасности, энергосбережения и сохранение здоровья учащихся и сотрудников. Для достижения цели планируется установить в галерее 2 противопожарных двери и заменить 16 деревянных рам на стеклопакеты. Срок реализации с 1 марта по 31 августа. В результате реализации будут соблюдены требования пожарной безопасности, требования Санпин. Будет экономиться тепловая энергия, галерея приобретет эстетичный внешний вид. Гимназия номер 3 представила общественности проект замены деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профиля. В классах в зимнее время года очень холодно. Никакое утепление окон со стороны администрации учреждения не приносит желаемых результатов. Поэтому для русской гимназии этот проект, если пройдет отбор, будет спасением. Детскому саду «Родничок» требуется ремонт прогулочных веранд, а именно крыши и полового покрытия построек. В рамках проекта предполагается демонтаж кровли и полового покрытия веранд, настил полов и настил кровельного покрытия. Народный проект соответствует направлению ремонт зданий и помещений образовательных организаций и соответствует государственной программе Республики Коми развития образования в части проведения текущих ремонтов и создания безопасных условий в муниципальных образовательных организациях. Прогулочные веранды на территории моего детского сада, могу сказать так, они находятся, на мой взгляд, не в удовлетворительном состоянии и требуют проведения замены полового покрытия и кровли. При визуальном осмотре прогулочных веранд на крыше имеются дыры. В шифере, который покрывает крышу веранд, есть сколы и многочисленные заплатки. Еще добавлю, что мы пытались найти шифер, чтобы хотя бы прикрыть, но его уже в принципе нет.
Детский сад «Белочка» планирует в случае одобрения проекта благоустроить территорию учреждения игровыми и спортивным оборудованием. С дня постройки в 1969 году территория детского сада не украшалась, не обновлялась своими силами. Возводились различные конструкции, которые в итоге приходят в негодность, и не соответствуют тем требованиям, которые в настоящее время предъявляются к тому оборудованию, которое должно быть на территории детского сада. В наш проект включается машины, территория на 2 блока. Умные машины и спортивное оборудование. Умные машины – это пожарная машина, скорая помощь, автобус и полицейская машина. И спортивное оборудование – это малые фигуры, которые будут в себя включать тренажер для метания, бревно для равновесия и форма бегемот, пролазание в трубу. Проект наш стоит 615 тысяч. 550 тысяч – это средства бюджета республиканского, 55 тысяч – это местный бюджет, и 10 тысяч – это мы соберем своими силами. Всего на рассмотрение поступило 15 инициатив в области образования, и их обсуждение решено разделить на 2 дня. Следующая встреча состоится в ближайший вторник. Модернизация производства, покупка нового оборудования, строительство или ремонт зданий. Представители малого и среднего бизнеса, в том числе агропромышленного хозяйства, могут реализовать свои идеи, приняв участие в программе «Народный бюджет». Для этого необходимо разработать проект и вынести его на рассмотрение общественности и республиканский отбор. В Инте стартовал сбор предложений по реализации народных проектов в сфере предпринимательства на 2023 год. На протяжении нескольких лет на территории Республики Коми реализуется такой проект, как «Народный бюджет». Наш отдел курирует направления в сфере малого и среднего предпринимательства и в сфере агропромышленного комплекса. Благодаря народному бюджету в деревне Абесь смог открыться цех по производству копченой оленины. Это было направление малое и среднее предпринимательство. По направлению агропромышленного комплекса, благодаря народному бюджету, смогли обновить в Петрунях хлебопекарню и молочный цех, а в Абезе смогли открыть хлебопекарню. Предложения принимаются по 2 направлениям – в сфере малого и среднего предпринимательства и в сфере агропромышленного комплекса. По направлению малое и среднее предпринимательство проекты должны быть социально значимыми, должны отражать вопросы жизнеобеспечения города. По направлению агропромышленного комплекса проекты должны быть направлены на развитие хлебопечения, на развитие пунктов приема, переработки, сбора дикоросов и на развитие бойных пунктов. В проект могут быть заложены такие виды работ, как приобретение технологического оборудования и оборудования для утилизации отходов, его доставка и наладка, всевозможные строительные и ремонтные работы производственных и складских помещений, обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями для убойных пунктов и площадок, приобретение кассовых аппаратов, оборудование для маркирования, штрих-кодирования продукции и программного обеспечения для них и многое другое. Предложение принимается в администрации округа 201 кабинет в будние дни с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов, либо по телефонам 620 70 и 616 71. Только благодаря вашим инициативам мы сможем улучшить наш город. Сбор предложений по народным проектам в сфере предпринимательства завершится 28 апреля. Уровень заболеваемости коронавирусом снижается, но пандемия пока не закончилась. Медицинские учреждения Интинской центральной городской больницы возобновили плановую медпомощь. Стационары с амбулаторией вернулись к обычному режиму работы. Интинские врачи призывают горожан уделить пристальное внимание своему здоровью, особенно людям, которые переболели ковидом и не прошли диспансеризацию.
Интинские медучреждения возобновили плановые консультативные приемы, диагностические обследования, госпитализации и профилактические осмотры. Горожане могут записаться к участковым врачам-терапевтам и узким специалистам. К обычному режиму работы вернулись отделения дневного стационара поликлиники номер 1, женская консультация, физиотерапевтическое отделение. У нас сняли ограничения с 14 марта, то есть мы уже работаем в штатном режиме. Плановая медицинская помощь была возобновлена. То есть можно записаться и к врачу-терапевту, и к специалистам. Значит, существует у нас, как всегда, несколько способов записи. Это через колл-центр поликлиники 61636, через портал пациента, это телефон бесплатной горячей линии, и через сайт госуслуги, а также можно лично подойти. Внизу у нас в регистратуре стоит информат, там всегда работает наш администратор в поликлинике и могут помочь записаться на прием к врачу. Ну, единственное, остается у нас также к кардиологу, неврологу, эндокринологу запись после участкового терапевта. Также работает у нас и дневной стационар, уже возобновил свою работу. Продолжает работать у нас ковид-центр до конца месяца. Режим работы у него будет с 9 до 15, выходное воскресенье. Но это только вот до конца марта, пока у нас там работает доктор. В поликлинике возобновилось проведение диспансеризации и профосмотров, которые направлены на раннее выявление хронических заболеваний, таких как злокачественные новообразования, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие заболевания. Диспансеризация проводится в определенные возрастные периоды, профилактические медосмотры ежегодно. По словам врачей, особенно важно обследоваться переболевшим ковидом. Для таких пациентов предусмотрена специальная программа, направленная на выявление последствий, которые могла нанести инфекция. У нас диспансеризация как определенных групп населения, так и углубленная диспансеризация лиц, которые перенесли ковид-инфекцию. Отделение медицинской профилактики работает, это 307 кабинет на 3-м этаже. С 8 до 17 часов можно подойти и достаточно сейчас быстро можно пройти, пока такого вот наплыва пациентов нет. Для всех пациентов определен перечень врачей, лабораторных и диагностических процедур. Во время прохождения диспансеризации горожане могут получить консультацию терапевта и ряда узких специалистов. По результатам комплексного медосмотра каждый пациент получает подробную информацию о состоянии своего здоровья. При необходимости врач может направить на дополнительное обследование и лечение. В связи с тем, что вот у нас эти 2 года идет ковид-инфекция и очень часто вводятся ограничительные мероприятия, то доступность медицинской помощи, она, конечно, страдает. Поэтому сейчас, когда уже открыли прохождение диспансеризации, шанс ее пройти достаточно высокий, потому что мы не знаем, что будет дальше. Возможно, будет еще очередная волна этого ковида. Возможно, это уже будет к осени, поэтому сейчас мы приглашаем, что те, кто не проходил 2 года или больше диспансеризацию, то сейчас реальный шанс пройти ее есть. Несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, новые случаи заражения продолжают фиксировать во всем мире, в том числе и в Инте. COVID-19 все еще с нами, и он небезопасен. Медики рекомендуют пройти вакцинацию и защититься от тяжелых последствий. Прививочный кабинет продолжает свою работу, то есть можно записаться по предварительной записи, либо с утра у нас до 10 часов принимают без записи в 105-м кабинете. Интинцев интересует, как получить бесплатную путевку в санаторий. Обязательно ли сейчас иметь QR-код вакцинированного или ПЦР-тест? У нас по республике практически не приостанавливали работу, то есть санатории они принимали пациентов для лечения. Единственное, там требовались, чтобы пациенты были вакцинированы и имели ПЦР-тест на ковид в течение 48 часов, но это по возможности. У нас, конечно, немножко дольше получается результат этого теста, но продолжают работать санатории нашей республики, Коми и санатории федеральные, Кировская область, юг России, то есть это все сохраняется.
В санатории необходимо иметь заполненную санаторно-курортную карту, вакцинации, не только от ковида, да, там все отмечаются прививки, но от ковида сейчас, конечно, это обязательно. Либо вакцинация, либо факт, что переболел пациент, либо имеются какие-то медицинские противопоказания, либо сейчас даже вводится QR-код, получают по антителам, по наличию антител, то есть какой-то вариант у пациента должен быть. А также все равно требуется ПЦР на ковид, потому что даже и те, которые переболели, вакцинированные, могут быть носителями этого вируса. И справка об отсутствии контактов перед отъездом в санаторий. Для получения путевки необходимо наличие медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствие противопоказаний. Решение о направлении пациента на санаторно-курортное лечение принимает лечащий врач и заведующий отделением лечебно-профилактического учреждения. Всероссийские проверочные работы перенесли на осень следующего учебного года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года, сообщается на сайте Рособорнадзора. Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учащихся с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. В социальных сетях появилась информация, что перенос проведения всероссийских проверочных работ связан с нехваткой офисной бумаги. Однако официальная причина – снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. На осень переносятся также ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме. Всероссийские проверочные работы – мероприятия, в котором принимают участие очень большое число людей, школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, было принято решение о переносе этой процедуры. Те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему, отметил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В ведомстве напомнили, что Минздрав допускает новую волну COVID-19 уже в марте-апреле этого года. Россиян обязали регистрировать все беспилотники массой от 150 грамм. Ранее нижняя минимальная граница веса аппарата, подлежащего регистрации, была 250 грамм. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Квадрокоптеры и дроны сегодня есть во многих семьях. Формально они относятся к игрушкам, но на самом деле это полноценные летательные аппараты. Большинство из них укомплектованы камерами. Владельцы коптеров весом от 150 грамм, которые теперь подпадают под действие требований, должны в течение 60 дней направить уведомление в Росавиацию. В уведомлении нужно указать тип беспилотника и его изготовителя, паспортные данные владельца, его СНИЛС и адрес. Регистрация квадрокоптеров в России осуществляется бесплатно. Начиная с 2004 года в Интинском округе проводится фестиваль самодеятельного народного творчества «Сельские самоцветы». Впервые он был организован в селе Одзивовом и посвящен 50-летию Инты. В этом году городу исполнится 68 лет, а фестиваль не утрачивает своей актуальности и наоборот принимает новые формы проведения. Каждый фестиваль посвящен какой-либо дате или событию. В этом году – Году культурного наследия народов России. Сотрудники Центра национальных культур провели мероприятие в онлайн-формате и назвали праздничную программу «Тропою коми народа». В режиме онлайн мы эту программу готовили в первый раз в этом году, конечно. Но тут совсем другие условия нам диктует вот этот формат. Поэтому не было у нас возможности выезжать на села, и сами сельские наши творческие работники снимали их на свои телефоны, потому что и отсутствует у нас специальная техника, на которую можно снимать. Ну и мы же еще мы еще не были открыты для широкого зрителя, поэтому получилось, может быть, более скромно, я так скажу. Но
все-таки мы свои цели и задачи, которые были поставлены, я думаю, что мы достигли. Для жителей сел и деревень Интинского округа сельские самоцветы – важный и долгожданный праздник. В концертной программе фестиваля всегда принимают участие творческие коллективы сельских домов культуры из Абизи, Адзивавома, Касьювома, Юстедора, села Петрунь и деревни Ярпияк. Фестиваль самодеятельного народного творчества «Сельские самоцветы» родился в 2004 году. Предложение придумать такой объединяющий большой праздник для сельских коллективов поступило от Елены Ефимовны Моториной. Она тогда начинала работать в отделе культуры. Дальше фестиваль развивался, ширился, но если углубиться в историю, то еще в 80-е и 90-е годы в Инте существовал такой большой праздник культурный, назывался «Дни культуры в Инте». И тогда все сельские коллективы и нашего района участвовали в этом большом празднике. Тогда еще были, если помните, шефы, то есть с помощью шефов каждому клубу у каждого клуба были свои шефы, то есть определенная организация. Я работала в Адзивавоме, поэтому у них была Интинская нефтегазоразведочная экспедиция. С помощью шефа вывозились все коллективы в Инту. Это был большущий праздник для сельских жителей. Артисты выступили с художественными номерами различных жанров – фольклор, хореография, сольное и хоровое пение, народные и авторские произведения. Несмотря на то, что фестиваль проходил в онлайн-формате, творческим коллективам удалось продемонстрировать многоцветие национальных костюмов, сшитых из ярких шелков и парчи. Некоторые платья и сарафаны достались сельским артистам от мам и бабушек. Их носили по праздникам, но большая часть нарядов сшита уже в нынешнее время. Вот я в Адзивавоме работала, для них было в один из годов сшиты специально костюмы такие голубого цвета, юбки, блузки, жилеточка. А у Касьювома тогда вот в моду как раз пришли вот эти брюки-бананы в форме бананов, и Касьювом быстро сориентировался, они сшили вот эти костюмы. И потом еще долго их использовали. И нельзя, конечно, сказать, что законодатели мод, но какие-то элементы, вот, существующие в то время моды, мы показывали на сцене. Шили также народные костюмы. Вот визитной карточкой, наверное, является до сих пор, можно привести пример, юстедорский комплект. Вот этот синий с использованием пайеток, блесков, они до сих пор его используют. Несколько новых стилизованных коми-костюмов появились у творческих коллективов благодаря проекту «Народный бюджет». В прошлом году праздничные наряды, отражающие местный колорит, были сшиты для сельских домов культуры Адзивавома и Касьювома. Специально для фестиваля самодеятельного народного творчества сельские артисты придумали несколько оригинальных фольклорных постановок на коми-языке. Сельские наши коллективы показывали картинки. Касьювом картинку такую в лесу, оно у них происходит, у озера Маланьга. Там ведется разговоры, и в основном вспоминаются традиции, обычаи охотников, как они раньше были у коми-народа. Основная цель фестиваля коми-народа «Сельские самоцветы» – это сохранение коми-языка.
потому что не секрет, что коми-язык так активно не развивается, поэтому на первых праздниках мы, конечно же, намного шире использовали коми-язык, даже велись программы чисто на коми-языке. Фестиваль самодеятельного народного творчества «Сельские самоцветы» проводился во всех селах Интинского округа. Это яркий национальный праздник. Переходящий кубок у нас даже был. Он сначала был в форме статуэтки фарфоровой, который одно село передавало другому на следующий год. Ну а в 2015 году, когда праздник проходил в Касьювоме, адзивавомцы уже придумали лямпы, то есть это охотничьи лыжи, и теперь мы его передаем каждый год. Но в 2014 году праздник впервые прошел в Инте, был посвящен 60-летию нашего города. И с 2018 года, в связи с определенными условиями, он проходит у нас в Инте. Он уже немножко имеет другое насыщение, сельские самоцветы. В качестве гостей там уже участвуют и городские коллективы. Приезжали коллективы с Воркуты, с Ижмы, с Харуты. То есть в качестве гостей уже мы принимаем другие коллективы. Фестиваль ширится, фестиваль развивается, он приобретает разные формы, разные направления. Те, которые диктует жизнь, но я думаю, что он не затухнет, будет развиваться дальше. В следующем году, возможно, будут совсем другие условия, но мы все-таки надеемся, что будем выступать все-таки со сцены более широко. В фестивале принимают активное участие творческие коллективы национально-культурных обществ Центра национальных культур. Это символ дружбы народов, проживающих на территории Интинского округа, и трепетного отношения к культуре и традициям коренного населения Коми, который укрепляет межнациональное уважение, мир и согласие. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.